В республике от новой коронавирусной инфекции выздоровело 97 пациентов. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В эти дни продолжается вывоз здоровых вахтовых рабочих из Чаендинского месторождения. 4 мая. Владимир Путин по результатам совещания о ситуации с возгораниями и паводками в России поручил правительству РФ пересмотреть схему финансирования тушения лесных пожаров. В список поручений президента вошли предложения главы Якутии Айсена Николаева, обратившего внимание на существующую сейчас диспропорцию распределения средств из федерального бюджета. Айсен Николаев также предложил обеспечивать людей, борющихся с лесными пожарами, пожарных, спасателей и добровольцев, бесплатным питанием. Президент поддержал это предложение и поручил решить вопрос с продовольствием и питьевой водой до 1 июня. С Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии вылетели 2 спецрейса авиакомпании «Якутия», организованные компанией «Стройтрансгаз». Этими рейсами вылетели 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта. У них отсутствуют признаки ОРВИ, и анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные. Глава Якутии подписал указ о продлении карантина в вахтовом поселке компании «Вост-Сиб-Спецмонтаж», находящемся на территории Кутанинского наслега Сунтарского улуса. Вышел новый выпуск передачи «Якутия Лайв», где о мерах поддержки безработных и семей с детьми во время пандемии коронавируса рассказали министр труда и социальной защиты Якутии Елена Волкова и руководитель Госкомзанятости Якутии Степан Москвитин. 5 мая. Продолжается вывоз вахтовых рабочих с ЧНД. 2 спецрейса, организованных компанией «Стройтрансгаз». Из Талакана 53 человека вылетели в Омск, 97 человек в Волгоград. 200 вахтовиков с ЧНД 2 спецрейсами вылетели в Уфу. Домой возвращаются работники, у которых закончилась вахта. Отсутствуют признаки ОРВИ, и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные. На Чаендинском месторождении развернутый мобильный госпиталь МЧС с сортировочным центром и реанимационным отделением, полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей. 6 мая. Айсен Николаев с рабочим визитом выехал в Ленский район, где принял участие в координационном совещании по вопросам паводковой ситуации в республике, которое проводил руководитель МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев. Глава республики провел совещание оперативного штаба и осмотрел новую вирусологическую ПЦР-лабораторию, которую приобрела для Ленской ЦРБ компания «Стройтранснефтегаз». Всего с Чаендинского месторождения из 10,5 тысяч человек будет вывезено порядка 8,5 тысяч человек, по нашим оценкам, потому что оставшаяся часть она должна работать и обеспечивать непрерывный производственный процесс. Ситуация на Чаендинском месторождении сегодня под полным контролем Федерального оперативного штаба и Республиканского оперативного штаба. В Алекменске развернут обсерватор на 100 койкомест. В инфекционном отделении Центральной районной больницы выделили 12 койкомест для людей с диагнозом COVID-19. В районе имеется 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Работает горячая линия. Также ведется плотная работа с промышленными предприятиями, которые продлили договора с наемными работниками на 3 месяца. Во всех вахтовых поселках развернуты обсерваторы. Сделана маршрутизация завоза рабочей силы. В поселке Депутатский развернут обсерватор на 10 койкомест с возможностью расширения до 40-50 койкомест. 7 мая. Глава Якутии подписал указ, согласно которому поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Якутии обеспечить возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам с датами вылета после 30 апреля 2020 года. Айсен Николаев поручил Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии обеспечить создание информационной системы выдачи QR-кодов для подтверждения права лиц на передвижение в период режима повышенной готовности на территории республики. Глава также снял запрет на перевозку судами на воздушной подушке через реку Лена для работников организаций, чья деятельность не приостановлена в период режима самоизоляции, больных, следующих для получения неотложного лечения, пассажиров, прибывших железнодорожным транспортом через станцию Нижний Бестях или выезжающих через эту станцию. В Якутию поставили дополнительные средства индивидуальной защиты. Свыше 2000 защитных масок, 400 бахил, 600 халатов и 400 медицинских костюмов. Средства индивидуальной защиты приобретены по линии Минпромторга России за счет резервного фонда республики. В общежитии Северо-Восточного федерального университета имени Амосова за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 30 студентов. В здании действует строгий карантин.
Ежедневно проводится дезинфекция. Образовательный процесс продолжается в дистанционном режиме. Студентов обеспечивают продуктами питания и медикаментами. Круглосуточно дежурят врачи из университетской клиники. Глава Якутии в ходе селекторного совещания по эпидемиологической ситуации в регионе поставил задачу главам регионов в период празднования Дня Победы во всех муниципальных образованиях и городских округах республики усилить контроль над соблюдением гражданами режима самоизоляции. Айсен Николаев принял участие в совместном эфире с руководителем Департамента региональных программ АИСи Дарьей Кислицыной в медиапроекте «Регионы о главном. Коронавирус». Руководитель региона обсудил с федеральным экспертом наиболее актуальные меры борьбы с распространением инфекции и нивелирования ее негативных последствий в регионе, а также планы по снятию ограничений. Из Чаиндинского месторождения 6 рейсами вывезено 481 человек. Всего в период с 3 по 7 мая выполнено 16 рейсов. Вывезено 1636 человек. В Якутии ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» из-за ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции прошла в онлайн-формате. В окнах и на балконах домов участников акции зажглись свечи памяти. 8 мая. В преддверии самого всенародного праздника Дня Победы глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференции поздравил с 75-летием Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районах республики и в городе Якутске. Дорогие наши участники войны, дорогие ветераны, друзья, от всей души поздравляю всех с наступающим великим, святым для всего нашего народа праздником 75-летием Победы советского народа. От имени всех жителей республики хочу сказать вам самые теплые слова благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась победа нашему народу, какие испытания пережил народ, но выстоял и победил. В Хангаласском районе на базе Малой академии наук в селе Чапаево развернули обсерватор на 80 койко-мест и 16 койко-мест в инфекционном стационаре. За счет добровольных пожертвований компании «Индрайвер» и Арсена Томского в районе дополнительно закупили 2 аппарата искусственной вентиляции легких. Глава республики провел традиционный прямой эфир в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассниках и на своем YouTube-канале Айсблог, в котором подвел итоги недели и ответил на вопросы подписчиков. Из Якутии продолжается вывоз вахтовых рабочих с ЧНД. Так выполнено 4 рейса, вывезено 442 человека. 9 мая. Айсен Николаев от имени жителей Якутии почтил память погибших защитников Отечества и отдал дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, детям войны, возложив цветы к подножию монумента воинам-победителям. В этот светлый праздничный день мы, якутяне, едины. Наши сердца полны безграничной благодарности и огромной гордости. Мы гордимся всеми, кто героически защищал отчизну на полях сражений, всеми, кто своим трудом приближал победу в тылу. У нас в Якутии, как и во всей России, война коснулась каждой семьи. Каждый из нас хранит светлую память о родном солдате. В моем сердце всегда жива память о моем деде Андрее Титовиче Титарове, который молодым ушел на фронт и пулеметчиком прошел через огонь Сталинградской битвы. В этом году акция «Бессмертный полк» сплотила всех якутян. В год 75-летия Победы в онлайн-трансляциях НВК «Саха» и «Якутия-24» в бессмертном строю прошли многие тысячи якутян, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. 10 мая. Всего в период с 3 по 10 мая из Якутии вылетели 28 спецрейсов, организованных компанией «Стройтрансгаз». Вывезено 2970 человек. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с обращением к якутянам, где сообщил, что в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продолжится до 31 мая. С города Алдан и поселка Ленинский снят режим карантина. В Алданском районе продолжает действовать режим самоизоляции. Друзья, небывалая до сих пор экстремальная ситуация проявила лучшие качества жителей республики. Мы видим, как люди достойно переносят трудности, помогают друг другу.
Это вселяет уверенность, что в скором времени мы полностью победим опасную болезнь. Снова начнем полнокровно жить и трудиться. Я искренне благодарю вас за понимание и поддержку. От всей души желаю вам здоровья, дорогие мои якутяне. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас.